огромное спасибо. Мы переходим к последнему уже выступлению. Айнур готов? Айнур? Салям? А я вижу, что у Айнура включен звук, но почему-то он меня не слышит. Игнорит. Дулстан, разберись, пожалуйста. Вот навожу на Айнура, но там ничего не выходит. Айнур включает, да, звук, я вижу кнопку. Вот, у нас 18:10 выступление Айнура Ахметова из Казани. Я вижу, что он уже готов. У него выступление тоже про настольные игры на татарском языке, мне кажется. И Вадиму, и Айнуру будет интересно. Так, а меня слышно? Да, да. Что творится в соседней там республике. Вот. А в 18:40 мы уже заканчиваем банкет. То есть это у нас завершающее, я думаю, интересное выступление. Айнур, Айде, Рахимит. Супер. Смотри, меня точно хорошо? Да. Все, если меня хорошо слышно, то все супер. Так, а вот у меня организатор убрал возможность говорить с другого аккаунта. Не могли бы мне туда дать? И я вот с него бы говорил, если понимаете, о чем я. Как называется аккаунт? Тоже Айнур Ахмед. Да, только без видео. Просто мне с телефона немножко неудобно. Вы можете как-то с этого аккаунта дать мне какой-то сигнал? Вот смотри, я написал в чат. Вот этому аккаунту. Дал звук. Все, супер. Все, супер. Все. Спасибо. Так. Еще раз, давайте проверим звук. Хорошо слышно? Ребята. Да, слышно, слышно. Все, тогда поехали. Я начну. Смотрите, да, только что вот Вадим все правильно рассказал. У них очень похожая история на нас. Мы, наверное, начали это немножко раньше. Вот. У нас тоже были супер огромные планы по покорению всех татар нашими классными настольными играми. Мы были сами из Петербурга, это вот на фото я и мой друг Наиль Шабанов, у нас была организация объединения татарской молодежи Санкт-Петербурга. Мы в 2015 году, в 2016 начали делать эти игры, сделали их окончательно в 2016, приехали в Казань, и нам все сказали: блин, ребята, это очень круто зайдет, вы станете миллионерами, и мы решили переехать в Казань, вот, и несколько лет занимались этими играми. Вот, история у нас такая. Но в 2018 году, опять-таки, мы прекратили этим заниматься. Мы сделали около 100 партий каждой игры. Они разошлись по всем татарским организациям, и на этом у нас как бы все закончилось. Потому что действительно, во-первых, у этого какой-то коммерческой составляющей почти нулевая. Вот. И, ну, как бы нужны более большие вложения, потому что это, опять-таки, печать, и все зависит от тиража. Чем больше тираж, тем все дешевле. Вот. И мы совершили небольшую ошибку, которую вот я вижу, что ребята из Ижевска не сделали. Мы сделали сразу большие игры с огромным количеством различных элементов, что как бы существенно сделало ее, ну, более дорогой, чем, например, просто набор каких-то карточек в игре. Итак, ну давайте сначала просто про настольные игры расскажу. Татарские, их существует более 10, даже более 20, наверное. В основном их делают энтузиасты, есть несколько крупных производителей, двое. Вот. Проблема в том, что вообще татарский рынок, то есть потребление всякого татарских продуктов, он не изучен, и мы не имеем каких-то данных точных по продажам, по спросу и так далее, что как бы усложняет вообще какое-то планирование чего-либо, ну, какого-либо национального вот производства. Игры разделяются по аудиториям, есть игры для детей, для взрослых, и разделяются по типу игр. Какие типы игр вообще бывают? Есть просто игры на татарском языке, есть игры про татар, но их можно играть хоть на русском, хоть на татарском, и есть игры конкретно для изучения татарского языка.
Сейчас вот подробнее про всех расскажу. Я думаю, все, кто здесь сидит, сейчас смотрит, вы вот можете какие-то интересные механики тоже запоминать. Эти все игры для начала можно сделать самостоятельно, имея просто принтер и какой-нибудь фоторедактор, да, то есть если вы даже можете скачать какие-то готовые картинки с интернета, то есть, ну, если не собираетесь это в дальнейшем продавать, а просто для себя. Вот. Вообще общий рынок настольных игр в мире, он растет. По различным анализам, да, которые проводят различные исследовательские компании, на 25-40% увеличивается рынок, он огромный, вот если вы видите суммы, да, то есть по прогнозам к 2021 году он достигнет 8,5 миллиардов долларов, и в Россию все игры также, как бы, ну, как вот в национальные игры, то же самое, такой же процесс, то есть в Россию они приходят через локализацию, то есть берется какая-то западная игра, она локализируется на русский, и здесь тоже становится популярной. По факту мы как бы шли тем же путем, мы брали тоже уже известные в мире игры и пытались их локализовать. Первая игра, которую мы делали, она называется Экиет, она для взрослых, она про татар, она и как бы на русском языке, и на татарском. То есть есть оба варианта, как хотите, но идея в том, что она про татар. А в чем суть? Что мы сделали? Мы подумали, мы жили в Питере, и вокруг нас всегда очень было много картин изобразительного искусства. Мы подумали, блин, ну у татар тоже много художников, но их картины никто не знает. Ну вот, мы связались с различными татарскими художниками, попросили у них разрешения использовать их картины, да, им выгода, что их картины популяризируются, для нас это как бы бесплатные, качественно нарисованные рисунки, то есть какие-то изображения, потому что нанимать художника на 80 карточек, у нас было больше 80 карточек, это очень дорого, то есть вы видите сами картины. Вот, и суть игры — это аналог игры Imaginarium или Dixit. Она создана для того, чтобы в голове как бы у играющих формировались какие-то татарские образы, потому что, да, мы, ну, во-первых, все как бы знаем слово татар, татарин, да, но у нас до конца какого-то исторического образа нет, и у многих татар его нет. И тем более не у татар до конца нет понимания вообще татары, там, как они выглядели, во что они одевались, там, какая примерно архитектура была, ну, то есть, и когда ты играешь в эту игру, она более-менее формируется. Плюс, как бы, интересная механика. Ну, и также здесь, как бы, все остальное татаризированное, да, например, всякие фишечки в виде зелантов и так далее. Следующая игра называется «Около куря. Шумная борьба». Здесь мы подумали, что прикольно было бы, чтобы люди изучали какие-то интересные факты о татарах. И здесь есть карточки с вопросами. На татарском, на русском языке, как хотите, можно играть. Опять же, по категории это игра про татар. То есть любой может играть и будет что-то узнавать про татар. Например, задается вопрос, в каком году Иван Грозный взял Казань. И каждый из участников вот на карточках пишет свой ответ. Любое число, ему не обязательно знать конкретную дату. И тот, кто был ближе всех, там получает очко. Тем самым, то есть не надо знать все факты, но в ходе игры ты их немножко как бы, ну, осваиваешь. Ну и как я так понял, это все-таки очень популярная тема — локализовать мафию. Да, мы тоже ее локализовали. И у нас татарская мафия, которая называется Хади Такташ. Когда-то такая была большая преступная группировка в Казани, и в честь этого мы как бы и назвали. У нас тоже есть элементы народного эпоса в этой игре. У нас есть Шурале здесь и Суанаса. Ну, то есть игра тоже просто дает перед глазами какие-то татарские элементы. Вот. Можно играть на татарском, можно на русском. Дальше рассказываю уже в качестве обзора игры других людей, которые тоже сделали татарские игры. Игра парня, которого зовут Салават Сурмятов, он из Екатеринбурга, сейчас живет в Москве, называется «Миле Хазина». Это аналог игры «Дупль». Она тоже про татарские образы. Здесь у него, он нарисовал с художницей много-много разных татарских рисунков. Вот я сейчас их вывел. И, соответственно, когда вы играете, вы тоже какие-то вот эти образы познаете, да, потому что, например, я сам не из Татарстана, я живу тут только 3 года. Когда я переехал, я многих татарских образов не знал, да. Тут как бы все есть, и потихонечку все это как бы запоминается, потому что когда играешь,
Тоже такой момент происходит. Можно, ну тут вообще, в принципе, говорить не надо, тут просто визуал. Следующая игра называется «Рассвет Волжской Булгарии». Она тоже очень интересная. Она про то, чтобы осваивать географию и историю регионов. Это стратегическая игра. Ее сделал Алмаз Миникаев, парень из Кировской области. То есть ты ходишь по карте, где различные города. Временной отрезок этих территорий примерно 10-12 век. То есть там булгарские города Булгар, Сувар, Джукытау и другие. И про них есть небольшие факты, и в игре ты выполняешь квест, и квест, он как бы связан тоже с историей. И все тоже прикольно стилизовано, то есть есть дрихемы, вот вы их тоже видите на экране. И, ну, то есть игра, опять-таки, про татар, но на русском языке. Дальше. Ребята из Челябинска сделали тоже несколько, ну, локализаций, тоже опять у них своя татарская мафия, и они локализовали известную игру «Крокодил». Вот, то есть вообще вот часть «Крокодила», она представлена в разных играх типа Activity, Alias, но они вот отдельно сделали с татарскими словами. И вот так выглядят карточки. Провели в этом году чемпионат в Екатеринбурге с различными татарскими играми. А дальше, вот эта игра, про которую говорила Римма, это игра на татарском языке, и с помощью нее очень хорошо изучается татарский язык, мы сами собирались, играли, то есть эта игра в этом плане очень эффективная. Это локализация игр Alias или Activity, то есть очень просто, нужно объяснять слова. Вы берете, у вас в руках карточка, и, например, там написано «щугендер», да, на татарском это тоже свекла, кстати. И вы говорите, ну такая красная штука, там, которую там ели раньше, там, или сейчас кто-то ест в борще, например. Ну, говорите все это на татарском, как можете. Вот. Либо надо объяснить это слово движением, либо рисунком и так далее, разными вариантами. Вот. И есть у нее детский вариант, упрощенный, тоже называется «Харакат». Эта игра до сих пор жива, ее до сих пор можно приобрести. Ирик Хайрулин ее сделал, тоже парень из Казани. Вот, вы можете потом мне написать или Риме, или в чате спросить, кому нужно. Очень классная, интересная игра. Теперь подойдем уже к крупным производителям, которые делают это системно, продаются во всех магазинах. То есть все до этого игры, которые я показывал, это энтузиасты, которые продают через свои там Instagram-аккаунты и так далее. Это уже более системные производители, они называются УЕН, татарская игра. У них как бы есть все, от домино до пазлов. Про самые их интересные разработки расскажу. Ну, например, это вот, они, кстати, да, акцентированы на детях, и это тоже правильно, это тоже была, наверное, наша ошибка, то, что мы сделали игры для взрослых, хотя надо было, наверное, делать для детей, потому что родители вообще, есть много родителей, у которых есть мотивация, чтобы их ребенок говорил на татарском языке, на родном языке, да, в других случаях. И они, соответственно, еще плюс, у них есть покупательская способность, возможности, и они могут брать и тем самым хотя бы развивать вот эту всю индустрию. Игра направлена на идентификацию, тут есть картинка и название животного, то есть, или другого предмета, то есть какого-то. Все очень просто, но весьма эффективно. Тоже игра на запоминание слов, и на образы, и на идентификацию. Это тоже Лото называется игра. У них есть много различных вариантов для алфавита. Это, то есть, интерактивная такая штука. Нажимаешь, он произносит, например, какую-то букву. Вот вы нажимаете, и он говорит, например, там, зебра, ишак, там, жиляк и так далее. Тоже интересная штука для татарских детей. Такая тоже игра с образами. Очень простая идея, но очень просто прикольная. Кубики с татарскими буквами. И, ну, то есть, например, Б, болок. То есть, это тоже очень классная штука. Простая, но тоже классная для детей. Про одежду у них есть интересная игра, да, то есть тоже дети могут выучить название элементов одежды. Например, ну, если вы помните, когда учили английский, там тоже все четко, то есть по топикам вы там то изучаете слова какие-то врачебные, то научные. Тут вот игра чисто про одежду. У них есть бродилка, тоже называется «Сокровище Казани» или «Козан Хазинасе».
Ну, она вот достаточно популярна, на различных фестивалях продается. Еще есть один большой производитель, называется «Радуга игр». У них игры попроще. Я их, если честно, никогда не видел вживую, но просто знаю, что они есть. Вы на их сайте «Радуга игр» можете посмотреть. Они стоят недорого, в районе 200-100 рублей, и их 14 штук. 14 игр на татарском языке для изучения татарского языка. Вот, если вам вдруг интересно будет, такой производитель тоже есть. На этом все игры заканчиваются, которые я знаю. Может, если вы знаете, тоже можете написать в комментариях. Сделаю вот небольшой вывод. Игры — это, в принципе, очень эффективный и такой нативный способ изучения языка, культуры, потому что, еще раз, рынок растет, значит, очень много людей играет. Есть такая статистика, что во время коронавируса продажи игр выросли там почти на 70%. И как бы у этого есть большая перспектива. Проблема в том, что для больших тиражей нужны инвестиции, то есть если вы хотите делать игры, вам нужно сразу подумать, откуда вы найдете деньги, спонсора, ну, то есть в пределах пару десятков тысяч или сотен тысяч рублей, то есть вот такой бюджет он понадобится. Я думаю, что самый верный метод, да, это создавать игры как раз-таки для детей с целью изучения языка и внедрять их в детские сады, потому что у нас игры активно покупали именно воспитатели, именно учителя в школах, и если, конечно, это можно было бы прям активно закупить и всем все садики раздать, то это было бы очень круто. Нам, кстати, ну вот один из поводов нам переехать, нам обещали, что в Казани мэрия говорит, мы ваши игры купим большой партии, и у каждого школьника будет такая игра. Но вот не получилось. Нужно делать красивые игры с механикой. Вот мы сделали сразу красивую обложку, то есть был хороший дизайн, и поэтому люди всегда брали в руки, и это было просто прикольно. То есть даже дома можно поставить, и это красиво смотрится. То есть как дополнительный элемент декора, а когда ты еще достаешь играешь, то есть еще больше плюсов. Вот. Из минусов еще энтузиасты, которые вот, типа нас, мы выпустили 1 или 2 раза небольших тиража, и на этом все. То есть на этом кончились деньги, закончилась мотивация и так далее. Поэтому, конечно, надо, наверное, в следующий раз, если кто-то будет браться, то есть подходить более системно, продумывая на несколько лет вперед стратегию, сразу понимая, кто твоя целевая аудитория. То есть мы в этом плане совершили ошибку, что мы думали творчески, а надо было думать бизнесово немножко, продумывать еще раз целевую аудиторию, потому что действительно игры, скорее всего, более интересны будут детям, потому что наши игры в основном разошлись по татарским сообществам в разные регионы России и мира, то есть где татары собираются в городе и играют в игры, там, пьют чай и общаются. Но внутри, например, Татарстана потребности в этих играх нет. Ну, как бы зачем татары сейчас еще будут играть игры на татарском, если... Тут как бы это более естественно, татарский язык, то есть никто в этом какую-то супер там фишку не видит. То есть, а вот для детей, да, потребность есть. Вот. На этом все. Большое спасибо. Вы можете, это мой логин в Инстаграме или ВКонтакте, вы можете написать, я пришлю ссылки на магазин, если вы захотите эти игры приобрести, и могу ответить на ваши вопросы, если вы тоже захотите производить свои игры. Вот. На этом, наверное, все. Я сейчас остановлю демонстрацию и зайду в чат. Так. У нас время ответов на вопросы, правильно? Кто-нибудь скажите мне? Да, все. Рима, я вижу, как ты мотаешь головой. Так, а с какого момента? Сейчас я найду все. Да, пишут, слышно, сорян. Смотрите, по поводу правообладания правами на игры, да, то есть вы, понятное дело, не должны копировать, ну, во-первых, Dixit и Imaginarium, это тоже, у них есть свои терки, хотя игра по механике очень похожая, да, то есть вы не должны копировать один в один, слово в слово. У нас пока в России нет законодательства, которое защищает какую-либо механику игр, чтобы она была вот защищена за кем-то одним. Вы просто меняете все от дизайна до правил, там, ну, то есть в любой игре можно сделать немножко что-то поменять, альтернативные правила ввести, и все будет ок. То есть мы в свое время консультировались с юристами, разговаривали с Мосигрой, с Gaga Games, и, ну, вот по поводу этого. И нам тогда сказали, что, в принципе, все ок,
если мы не будем использовать названия, картинки и правила один в один. То есть, татарский Dixit — это великолепно, но, как я поняла, есть отличие. Это не свободная ассоциация, а ответы на вопрос. Нет, это свободная ассоциация, один в один, как Dixit, то есть играется. Но там мы тоже прописали несколько правил, играть можно по-разному. Вот человек не может удержаться от комментариев. В мафии можно играть с учебными целями, если участник не владеет или слабо владеет языком. Да, совершенно верно. То есть мы тоже в наших разговорных клубах проводили. У нас вообще, вот если у вас есть у кого-то национальная организация вне в вашем родном городе, у нас была в Санкт-Петербурге, у нас мафия была таким, это называется лидогенерация, когда мы всех татар, кого могли найти в городе, звали на мафию. По воскресеньям они приходили и становились активистами организации. И, соответственно, во время разговора человек раскрывается, и там много татарского слышит, и ему прикольно. А татары с булгарами, простите, как связаны, пишут. Вопрос. Волжская Булгария находилась на территории Татарстана, и булгары участвовали в этногенезе татар. Все смотрится очень, очень симпатично, я с удовольствием купила и поиграла бы. Супер, супер, спасибо, круто, спасибо. Монополия на татарском была бы прикольная, а спонсор — Татнефть. Вообще дело со спонсорами очень тяжелое, и мы с этими играми миллион раз подавались на различные гранты, и в том числе на гранты Татнефти, и в этом году мы тоже подавались, но, к сожалению, мы пока этот грант выиграть не можем. Вот такие дела. Нужно что-нибудь с малийским языком. Да, очень просто. Если есть малийские активисты, вы берете что-то, придумываете, делаете. То есть для первого тиража вам 1050-100 спокойно хватит. Государственный заказ, да, я тоже согласен. Если был бы государственный заказ, мы могли бы напечатать большую партию и на какие-то заработанные деньги еще напечатать. Очень странно, что правительство Татарстана не заинтересовано в них. Слушайте, ну вот и нас обещали поддержать, и игру Харакат обещали, но вот такого прям супер глобальной поддержки нету, поэтому нужно все делать самим, вот, не надеяться ни на кого, ни на какое правительство. Но мы как бы грезим мечтами, что в один момент мы сами разбогатеем или найдем инвестиции и продолжим заниматься этим проектом. Должен быть госзаказ, да. Айнур, очень круто, я впечатлен. Хотел спросить, нет ли идей, например, делать подобные вещи онлайн? Смотрите, разработка настольных игр – это одна цена, но разработка уже приложения – это вообще другая цена, это, возможно, будет еще дороже. Да, в этом есть плюс, что мы один раз, например, могли бы вложиться в разработку и не париться с печатью, да. Вот, тогда нужны какие-то просто свободные инвестиции, потому что, ну, приложение монетизировать, оно, во-первых, не будет там супер тысяч скачиваний, оно будет для тоже энтузиастов, кто хочет языком заниматься. И, например, если бы мы нашли там свободные какие-то деньги, кто хотел бы вложить, да, приложение можно было бы сделать много. Например, кучу игр можно было бы перевести в приложение и спокойно играть, это было бы очень круто. Есть ли у вас список и описание игр для детей? Очень заинтересовал ваш опыт. Да, вы мне напишите, я вам все ссылки пришлю. Но у настольных игр, своя... Так, сейчас, извините. Сейчас я не понимаю, куда я мотаю. Наверх. Все. У настольных игр своя атмосфера, при переводе в онлайн она может потеряться. Ну, есть такое, да. Но мы с друзьями иногда играем в ту же шляпу Activity Alias Online, либо есть такая игра Шпион, тоже мы играем в онлайн. Да, электронный адрес сейчас напишу. Так, если нет вопросов, то, наверное, у меня все. Я сейчас просто напишу электронный адрес. И все. Еще раз, да, если у вас будут вопросы, если вы хотите сами производить их или еще что-то, тоже пишите.